Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня, сегодня у нас прекрасный день. Сегодня 21 октября 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Время 16 часов 18 минут по Берлину, 17 часов 18 минут, соответственно, по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечным образом приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал так же, как вчера, на чеченском я его назвал. Почему ФСБ нанимает северокорейских наемников против Украины? Об этом и многом другом давайте поговорим. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментариев, не ставьте лайков и не распространяйте видео. Все остальные herzlich willkommen, как говорят немцы, добро пожаловать. Присоединяйтесь, помогайте нам доносить правду до людей. Ну и как обычно, начиная свой стрим, я хочу вам сообщить о потерях русских террористов в Украине. Потери таких, которых мы уже давно не видели. В самом начале, когда только колоннами их уничтожали, тогда мы видели такие потери. Сейчас вот такая вот большая цифра. 1710 убитых и раненых террористов. Мы понимаем, что там очень жарко. Очень жарко. Итого приблизительная цифра оккупантов достигла суммы 680 230 бандитов с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. То есть с 22 года, 24 февраля. 24 танка уничтожено, тоже много танков за прошедшие сутки. 64 боевые бронированные машины, тоже прошедшие сутки были очень жаркими. Артиллерийских систем 24 уничтожено, антиаэркрафт 1 уничтожен, 46 БПЛА сбито, 47 автомобильной техники и цистерны, 3 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ. Дякую, Гадема. Ассаламу алейкум. Всем свободным. Слава Украине. Героям слава. Дометьев. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Героям слава. Алейк салам, Алаш. Это не считая пропавших, наверное. Ну, не знаю. Ну, пропавшие, это, наверное, входит в это число. Пропавшие, о пропавших говорят та сторона, говорит. Потому что у них они на счету. Так. Давайте сейчас, пока вы собираетесь. Как вам новость про ликвидированного пилота? А что за новость? Я что-то упустил? Какого пилота ликвидировали? Только не говорите, что его в Москве или у себя где-то там, в России, на гражданке его грохнули. А ну-ка, Дометьев, подтвердите, пожалуйста. Молотком забили пилота-бомбардировщика. Дома свои же или же это украинские диверсанты? Так. Есть информация такая.
Брянская область, РФ, убит российский пилот, причастный к ракетным ударам по украинским гражданским объектам. В Брянской области, РФ, убит российский пилот, причастный к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру Амстор в городе Кременчуг. Утром 20 октября 2024 года в Яблоневом саду, село Супонево под Брянском в России нашли труп военного преступника Галенкова Дмитрия Владимировича. Галенков, пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ, который базируется на аэродроме Шейкуга, имеет на вооружении и так далее. Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи. Причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. Так. В результате военного преступления тогда погибло 22 человека. Десятки получили ранения. Также Галенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 февраля 2023 года, когда погибло 46 гражданских украинцев, среди них 6 детей. Отмечается, что тело российского военного преступника Дмитрия Галенкова обнаружили множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком. ГУР Министерства обороны Украины напоминает, за каждое военное преступление будет справедливое возмездие, подчеркивает ГУР. Да, лежит здесь один Вася, похожий на пилота. Приземлился, видимо, неудачно. Ну, не знаю, кто его убил, зачем убили молотком, непонятно. При всем уважении к вооруженным силам Украины, ГУРу и лично Кириллу Буданову не доверяю. Вообще не доверяю. Конечно, очень все это странно. Ну, вот такой вот я даю. Не доверяю. Не доверяю. Что там произошло, как произошло, не знаю. Так, ассаламу алейкум. Молотком забей пилота. Чичваркин все время говорит, что якобы погибло не больше 200 тысяч. Почему у него все время Гордон берет интервью, он же врет наглую? Ну, это вопрос не ко мне. Это украинскому обществу. Почему Гордоны? Я смотрел, ну, иногда посматриваю разных вот этих деятелей. Ну, кто же был с Киселевым там сидел? Ну, такой же, по-моему, или Фейкин был, или не помню сейчас точно кто. Ну, в каком из видео это было, с кем он там общается. Но, знаете, ассоциация, что Россию не победить, вот складывается мнение, впечатление после того, как послушаешь Киселева, который вроде в Украине, украинский журналист, как и Невзоров. Такое ощущение, что, ну, он как бы за Украину, все такое, но одновременно с этим, ну, вот как бы дается такой месседж, что Украина не победит, что там у России ресурс больше, там третье, десятое. Это вот все те Гордоны, Невзоровы, Киселевы, вот эта вся ГБшная, вот эта вся кодла, которую собрали в Украине. Ну, вроде бы кажется, какое-то полезное дело, делают какую-то там ценную информацию, выдают, еще что-то делают и так далее. А в итоге получается ровно наоборот. Ровно наоборот. Почему это терпится? Для чего это терпится? Непонятно. Я не знаю почему. Так. Здравствуйте, Аслан, как думаете, северокорейские боевики как-то помогут ботоксному? Здравствуйте, Кеша. Я думаю, в какой-то степени, конечно же, помогут. Отрицать какую-то пользу для России от них было бы, ну, нечестно с нашей стороны. А как вы знаете, нечестно мы себя не ведем. И, конечно же,
будет помощь. От любого мяса будет сейчас помощь, потому что оно очень сейчас нужно и востребовано. Но дело в том, решит ли это проблему России для победы, поможет ли это победить России? Я думаю, нет. Нет, еще раз нет. Да, это еще больше втянет людей в эту войну, еще больше людей погибнет, еще больше будет жертв, но никак это не изменит. И это очень, кстати говоря, очень характеризует для нас психологию поведения ФСБ и Путина лично. Дело в том, что они, как вы видите, тотальную мобилизацию поголовную не объявляют. Почему ее не объявляют? А дело в том, что они боятся россиян, они боятся волнений. Даже от срочников они всячески подчеркивают, мы не отправляем срочников, там, 3-е, 10-е, там, и так далее. Даже на Курск уже освободили, на территорию Курска зашли украинские войска. И даже в этом случае они не объявляют тотальную поголовную мобилизацию, страна огромная и так далее. Ну, давайте зададимся вопросом, почему они это делают? Они это делают потому, что им русских жалко, россиян жалко? Нет, мы видим, как они на мясные штурмы людей отсылают, даже если бы мы не знали всю историю России. В чем тогда дело? А дело в том, что они боятся, элементарно, просто боятся. Боятся того, что российский народ, как в начале вот этой мобилизации осенью 22 года, когда Верхний Ларс на границе с Грузией, граница была забита людьми, которые покидали, как все ломанулись в Турцию, как в Дагестане женщины, как в Чечне женщины вышли, их начали избивать, прессовать там и так далее, и так далее. И в Дагестане, конечно, это было не так жестко, но женщины, родственники, родственницы выходили, и это сбило волну, это спасло в определенной степени определенную часть дагестанцев. И они отказались от этих планов. И сейчас, вербуя вот этих террористов из Северной Кореи для террористической войны против Украины, они таким образом показывают нам, что они боятся призывать свое население. И вот давайте вернемся теперь на 2,5 года назад и посмотрим, когда вот это широкомасштабное вторжение начиналось, что делали украинские средства массовой информации. Невзоровы, Киселевы, Фейкины, Арестовичи. Вот эти все люди сидели и нам рассказывали, что все нормально, успокойтесь, все хорошо, мы сейчас справляемся, Путин бежит. Вот смотрите, Гордон есть такой. Но это просто издевательство. Я не знаю, почему украинцы молчат. Есть такой Соловей. Это ГБшник из Москвы сидит там, вещает. Ну невозможно вещать из Москвы. Ну нету того, что вот ты за Путина, тебя не трогают. Ты против Путина, тебя трогают. Там ты за ФСБ или против ФСБ. Ты там за Русню или против Русни. Вот так вопрос стоит. Но нам рассказывают, что Соловей рассказывает, что Путин лежит в морозильнике. А сегодня Киселев нам рассказывает, а может правда Путин лежит в морозильнике? Представьте себе. Это люди, которые в Украине, на Украину вещают. Они живут в Украине, поддерживаются Украиной, СБУ и так далее. Но для чего это делается, я не могу понять. И теперь Киселев приглашает Соловья. Все, этот пропагандист, живущий в Москве, его Гордон приглашает. Не Киселев, а Гордон приглашает.
Вот у меня возникает вопрос, ну куда все это катится? Для чего это все делается? Я долго молчал, я долго там украинцы, Украина, она там разберется, там Америка, там Великобритания, там украинские патриоты, там они справятся, выявят эту всю. Это сложно, я понимаю, очень сложно. Ну а что мы видим в итоге? Мы видим, что лгут, вот волна накрутилась. Вот несколько неделю я молчал, наблюдал, где-то фиксировал и наблюдал за тем, что в Альберис убили 2 людей, потом там, кровную месть объявили, и все об этом трубят, все рассказывают. Одновременно с этим можно было бы подумать, что украинские там вот эти средства массовой пропаганды не причастны к этому, что это отдельно в России что-то происходит и в Украине отдельно происходит. Ну, например, 2 пропагандиста вытащен, один вытащен за убийство, сидевший в тюрьме, Золкин и Карпенко, демонстративно провоцируют чеченцев. Я еще раз призываю чеченцев, не поддавайтесь на провокации. Это КГБшные провокации. Да, они из Украины исходят. К большому сожалению, вот такая вот ситуация. Украинцы сами некоторые в шоке от всего, что там происходит. Но вот такая вот ситуация. И нас провоцируют для того, чтобы нас разделить, чтобы мы перестали помогать украинцам, чтобы мы плюнули на украинцев, потом другие плюнут, потом третьи плюнут. И в конце концов произойдет то же самое, чеченцы, что произошло с нами. Когда все плюнули нам помогать, благодаря тому, что мы там Иерусалим завоевывали, благодаря тому, что все на земле кафиры, маферы, там еще какие-то кисломолочные продукты. И в итоге мы оказались 1 на 1 с нашим убийцей, с нашим людоедом. Понимаете? Вот для этого делается. Карпенко и Золкин делают это для того, чтобы оставить Украину 1 на 1. И это делается одновременно с российской пропагандой, где там накручивается там ситуация. Это могло показаться, что как бы, ну, русские там отдельно, там украинцы, вот эти пропагандисты отдельно украинские. Нет, это все делается все вместе. Это одна общая такая схема запущенная. Одновременно с этим происходят события, которые ну, откровенно просто связывают действия России и в Украине. Вот по чеченской теме это очень хорошо видно. И призываю чеченцев, чеченцы, в последнее время я часто вас призываю не поддаваться провокациям, там, держать себя в руках там, и так далее, и так далее. Они нас знают. Знают, что нас вот как спичкой легко зажечь, как спичку зажигающуюся. И одной искрой просто мы заводимся. И одновременно с этим тролли, ГБшные, ГРУшные, там, российские, они пишут от нашего имени на Золкина, на Карпенко. И все же украинцы читают, видят, смотрите, мы взяли какого-то пленного кадыровца, а тут сидит какой-то, там, пишет, который, вы, украинцы и русские, это, типа, заодно вы, типа, одинаковые. Нет, они не одинаковые. Не одинаковые. Это пишут тролли, да, пишут некоторые разозлившиеся чеченцы, для этого Карпенко очень много старается, но я скажу, что ничего не получится. Чеченский народ больше на эти провокации поддаваться не будет. И украинский народ мы не оставим, что бы вы ни делали. А украинскому народу я хотел бы сказать, что запомните вот этих деятелей. Запомните, они целенаправленно бьют в точки, чтобы отбить от нас. А самые идейные, самые хорошо разбирающиеся в этой фашистской России за последние 30 лет тесно, так сказать, пообщавшиеся с Россией, это мы, чеченцы, и мы хорошо знаем, и знаем, на какую подлость и коварство они способны. Поэтому
Не поддавайтесь на провокации и не давайте себя вот втянуть в разные вот эти игры, которые пытаются втянуть, чтобы оставить Украину, которая на самом деле некоторые устали, из-за коррупции устали, которая в Украине. Устали вот из-за вот то, что мне это надоедает, и я это публично выношу на ваш обзор. Это ведь связано не потому, что я хочу навредить Украине, а потому, что я уже просто устал это терпеть. А точно так же ведь и украинские патриоты это видят, американцы это видят, англичане это видят, другие это видят. И они тоже смотрят и говорят, а что мы будем помогать, если у них там коррупция, если у них там гибнюк на гибняке сидит, гибнюком погоняет. И оставят в конце концов. Украинцы, вы думаете, вот там, я обращаюсь и к Сырскому, и к Зеленскому, и к всем другим, кто там, и простым украинцам, которые все это видят, слышат. Вы думаете, нас, чеченцев, оставили один на один с людоедом просто так? Нет, были тоже причины. Я там обвиняю там, Запад, я там могу в чем-то их упрекать, но в первую очередь я упрекаю нас самих в этом. Понимаете? Был Аслан Масхадов, который собрал вокруг себя почти всю вот эту ГБшную агентуру. Президент Аслан Масхадов. Как в случае у вас с Зеленским. И вот он пытался как-то вырулить, как-то. Ахмад Кадыров, это его близкий человек был Аслана Масхадова, который заступался за него, там готов был биться не на жизнь, а на смерть против Басаева, против всех остальных и так далее. Руслан Кутаев, которого сейчас Гордон приглашает и ложно называет его представителем Джахара Дудаева. Он был рядом с Асланом Масхадовым только потому, что ОБСЕ, которые были посредниками в переговорах между чеченцами и русскими, чтобы не было самосудов, преследований, репрессий, что надо давайте. Вот как у вас Лугандонию, если присоединили к Украине, вот у нас то же самое получилось. Только у вас Лугандония в Киеве уже находилась, она никуда оттуда не уходила. Это та Лугандония, которая зазывала эту русскую армию к вам туда. Вот мне человек пишет, у нас в Грузии было точно так же, говорит, Geo Infinito. 100% как Грузии. Вот пример. Это методы русских. Я вам могу про чеченский пример вам рассказать. Лучше меня это наш президиум, правительство расскажет, Аят Эдигова расскажет, Алла Дудаева расскажет. Вот точно так же, вот смотрите, грузины рассказывают то же самое. Это их методы, русские методы. Других методов у них нет. Они обучаются этому в институтах, в своих этих шарашкиных конторах. И вот произойдет, вот сейчас у грузин, смотрите, фактически, как Залужный говорил, формально свою независимость Грузия теряет. Представьте себе, на них никто не напал, никто не воюет. Ну вот этими своими ходами, хитростями они захватывают власть, где-то подкупают, где-то убивают, где-то сажают, где-то дискредитируют. И все. Вот есть личность, которая мешает, например, в грузинском каком-нибудь политикуме. Все, его начинают обрабатывать. И рано или поздно находят к нему ключик. Не ко всем, конечно. То же самое касается и Украины. Украинцы, вы очень многого не знаете. Вы просто, я думал, вы очень много знаете. Оказывается, вы вообще не представляете военные методы своего врага. Не то, что на поле боя. На поле боя вам равных нет. Вы их рвете, как тузик грелку. Грамотно, четко, восхищен. Ну, а в тылу ты мне не нравится. Вообще. Беда бедой, я вам скажу. Беда бедой. Ладно, давайте ваш комментарий, друзья, почитаю. А там дальше поговорим. Так что северокорейцы, возвращаясь, Кеша, к вашему вопросу, к вашему комментарию, северокорейцы погоду не сделают. Погоду не сделают.
Лапшу не вешай, говорит. Даже Ллойд Остин сказал, что нет доказательств присутствия северокорейцев, а ты осведомлен мощнее Пентагона. Фагрид, ну, если нету северных корейцев, ну, значит, нету. Ну, информация такая поступает. Я не слышал от Ллойда Остина, что там нет, что он знает, что там нет северокорейцев. Вот, Дмитриев, я вас тогда в Фейсбуке заблокировал, но потом вы опять мне прислали запрос, я думаю, ну ладно, наверное, исправился. Вот то, что ты говоришь, вот, Дмитриев, ты поддерживаешь Закаева, я из-за этого, по-моему, тебя и забанил тогда у себя в Facebook. Сейчас ты зашел, говоришь, к сожалению, Невзоров, Векин имеют много подписчиков. И если они говорят полезные идеи для Украины, то пусть говорят, зачем от этого отказываться, пишет мне вот этот. Дометьев. Конечно же, вот такие люди, как ты, я понимаю, что ты ко мне сюда, канал заходишь, даже после того, как я тебя заблокировал Facebook, снова ко мне напрашиваешься. Это связано не просто с тем, что ты здесь тут что-то пытаешься, а вот для таких вещей ты здесь появляешься. Конечно, Невзоров и Фейкин имеют много подписчиков. Ну, с таким же успехом можно и было и Соловьева, и других подключать. Понимаешь, нужно было их подключать. А если бы они не говорили бы что-то полезное, чтобы завоевать сердца, доверие украинцев, то, конечно бы, тогда бы их никто не воспринимал бы. Это специально так делается. И ты не можешь этого не понимать, который меня постоянно смотришь, мне тут постоянно то за Закаева. Всегда у тебя какие-то ГБшные какие-то у тебя связи. Ты не обратил внимания? Какой-то заступник такой, адвокат ГБшников ты тут появляешься. К сожалению, говорит. Конечно, к сожалению. Надо было тогда сразу Киселева брать, этого другого, который там у них. Дополнительно, чтобы был к этому. Руслан Исаев пишет. Слава России, слава Палестине. Вот вам и Палестина, да. Безграмотные за Россию, да. Салам всем свободным людям. Салам, Асан. Пригласи этих Карпенко и Золкина на полиграф. Пригласи в Германию. Хорошая идея, но они не придут. Я уже скольких приглашаю, этих всех детекторщиков. Но они не придут. А хорошая идея на самом деле. Ну, передайте им. Давайте тогда поддержим идею Эда Мамедова. И давайте передаю Золкину и Карпенко. Если вы такие ярые патриоты, там, этот Карпенко дошел до того, что уже майку одел ФСБ, там, 3-10, он на СБУ работает, ему чего? Он никакой не ФСБ, он самый настоящий СБУшный получится, да, и сидят такие, да, типа они троллят так. Ну, я приглашаю вас, давайте, я вам оплачу, наша правозащитная ассоциация вам оплатит, давайте, хотя у вас денег больше, чем у нас, я думаю, вы там неплохо зарабатываете, судя по вашим всем внешнему виду, одежде и так далее. Поэтому давайте, приезжайте, я готов вам оплатить и просто покажем украинцам, кто вы есть. Вы, конечно, не приедете. Но давайте на всякий случай проверим, чтобы вам некуда было спрыгивать с этой идеей. Я знаю, что вы работаете против Украины, вы враги Украины, я знаю, я в этом абсолютно 100% убежден. Вы готовы продать эту, вы продаете ее Украину, нисколько в этом не сомневаюсь. И я вас приглашаю, давайте проверим, насколько вы честны. Я отвечу на ваши вопросы, а вы ответьте на мои вопросы. И в прямом эфире или же под запись, без обрывания записи. Запишем на детекторе лжи наше общение и
выложим в эфир, пусть все знают, кто есть кто. Но я знаю, что вы не приедете, потому что вам есть за что бояться. Вы работаете не на Украину, вы враги Украины. Вы делаете все, чтобы сделать вред Украине, нанести вред Украине. Я в этом убежден. Ну, именно вот поэтому я так уверен, что вы не приедете. Но если вы приедете, я буду удивлен и вынужден буду признать, что я был неправ. Поэтому сделайте так, чтобы я признал свою неправоту и приедьте. Покажите, давайте. Продемонстрируйте, приезжайте в Германию, где вы хотите, в Гамбурге, в Берлине, где удобно. Я готов с вами провести. Мне удобнее, конечно, в Гамбурге. Обратимся, здесь у нас главный полицейский участок. У нас там есть возможность будет провести, встретиться с вами и провести с вами на детектор лжи экспертизу. Давайте. Ждем-с, да, ждем-с. Так, Дометиев, я тебя заблокировал тут и заблокирую тебя потом, сейчас некогда, в Фейсбуке тебя заблокирую. Я понимаю твою вот эту линию, она мне не интересна. Все, давай сразу же сам можешь у меня с Фейсбука уходить, потому что ты больше не получишь скачухи, как говорится. Походу к нему ключик ЦРУ нашло, говорит. Нет, ко мне не ключик, не ЦРУ ключик нашло, а ко мне Великая Америка ключик нашла, понимаешь? Не ЦРУ, да, а Великая Америка. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Оля. Асан, ты не думаешь, если не было бы Рамзан, если бы не было бы Рамзан Ша у власти, Ша именно это время использовали бы чеченцев против России, то ли шариачки или другие шейх. Садалур думач, Чубал Бахар, Бахар Бар, Аль Хит, Хитихон. Ну, я не знаю, конечно, Байсангур, что ты имеешь в виду, если бы не было бы Рамзана, там, 3-10. Типа, если бы, например, произошло убийство, и там человек убил человека, ну, по приказу какой-то там русской организации, или не русской, а любой другой организации. И потом мы говорим, да это же убийца, он же убил, вот человек лежит, он еще кровь течет. А ты говоришь, а вот если бы не он его убил бы, пришел бы там какой-нибудь Вася какой-то, и он бы его убил бы. Так получается, что ли? Ты мне таким образом хочешь оправдать предательство, измену Кадыровых в целом и вот этих всех, кто перешел на сторону русских? Так у нас был выбор народа. Понимаешь? Выбор народа. Это решение не Дудаева было, ни Идигова, ни Арцуева, ни кого-либо другого. Это всего народа был выбор, понимаешь? И эти люди пошли против своего народа, против выбора своего народа. Они предавали свой народ, они предавали руководство своей страны, клялись в верности и в дружбе им, этому Аслану Масхадову, например, клялся в верности Кадыров Ахмад. А потом сказал, да, что он человек Путина. Ну, класс. И ты мне это хочешь объяснить?
Нет, это не так. И кто-то там использовал бы, где-то использовал бы. Там комментарий. Что ж ты его убрал, Байсангур? Оставил бы. Asa 3 Багадец нет 3 за 300 бирбар сжимал, чтобы впредь они следили за своим поганым языком. 3 даже yazdamagar dats kama esvolnik. Yazdamagar dats ihomш dat. За 300 уж бирбон, телганты хочет. За 300 там бирбацишь. Я условно говоря, я понимаю, что ты тоже говоришь. Это условно. Но делаю. Это шавки. Это они из себя ничего не представляют. Это просто обычные шавки, которых натравливают. Так. Это я не отрицаю, но смотрю все, что было понятно. Но на данный момент против еврея использовали бы, раз против России использовали бы, когда началась война в Украине. Момент, Аль. Байсангур, я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но почему мы должны быть чьим-то инструментом? Почему бы мы не дали бы себя использовать? Ведь именно против евреев Кадыров Рамзан хотел использовать. То есть не Рамзан, Кадыров Рамзан ничего не хочет. Ему хочется вкусно кушать и сладко спать. Вот все, что ему нужно. А это хотела ФСБ. Хотели же использовать. Самый раскрученный боец Хамзат Чимаев со сцены кричал: вставайте на джихад, мы идем на Израиль, мы должны драться, я здесь в шортиках не должен выступать, как будто его кто-то насильно туда заставляет уходить и там выступать. Ну и другие моменты, которые нас затягивали в это все. Антиизраильские, антиеврейские. Это же именно Россия пробует. Если бы жили бы там чеченцы, то мы бы никуда бы нас не втянули бы. И мы не дали бы себя никуда втягивать. Понимаешь? Поэтому я не вижу связи, что если бы Рамзан Кадыров, если нас Россия не оккупировала, Рамзан Кадыров, он же, опять же, он ничего не решает там. Рамзан Кадыров, кара, хума мадец. Он зарабатывает деньги, пилит там, доит всех госслужащих, пилит бюджет, делится, с Москвой делится, там, с чиновниками разными, другими, третьими делится, и все. Цинкаря, умамадать. Ему дают установку, вот давай, собирай людей воевать против Украины. Вот он собирает. Ему говорят, вот теперь собирай на войну против Израиля. Вот он собирает там. Что ему говорят, то он и делает. Цинкаря, умадать. Поэтому решает там не Рамзан Кадыров. Пришел бы там Вася какой-нибудь, Петя или там Махмуд, не имеет значения. Все делает Россия. И вот твои угрозы, опасения по поводу того, что они нас могли бы отправить, например, если мы были бы там религиозной вот этой угаре в этом ваххабистском, радикальном, какой там у них есть, то в таком случае, если мы были бы независимы и свободны, мы бы не поехали бы никуда воевать. А вот посмотри, например, вот эта песня «Иерусалим», которую пел Тимур Муцераев. Кто написал ему эту песню? Кто написал ему эти песни? В Москве сейчас, в Москве на Красной площади идет митинг и исполняют песни, которые пел Тимур Муцераев. Это говорит только лишь об одном, что автор этой песни не против того, чтобы ее песню исполняли. Это говорит о двух вещах. Либо автор
Тимур Муцараев не против, чтобы его песню исполняли какие-то там русские певички на Красной площади или где-то там в центре Москвы. Либо автором был не он. И вот этот другой автор позволяет исполнить эту песню. И мы помним, как нас призывали к Иерусалиму, захватывать 12 тысяч маджахедов, там 3, 10 и так далее. А в итоге остались без Грозного, без города Джохара. Понимаешь? Поэтому нам в любом случае нужно, чтобы нами управляли наши люди. Люди, которые заботятся о нас. Они свободны, значит. Они не исполняют волю России, там, Турции, Ирана, еще кого-то. Они исполняют волю чеченского народа. Для этого нам нужна демократия. Чтобы не какой-нибудь там мулла сидел, муфти или какой-нибудь другой проповедник, который... Или же эти проповедники находят человека, у которого большие амбиции, очень большие амбиции, и играют на его вот это лестью его, задабривают, какой-то великий, какой-то крутой. И вот он собирает вокруг себя вот этих разных проповедников, которые работают там на Иран, там, я не знаю, на Саудовскую Аравию, на Египет, на Россию, еще на кого-то. И вот он сидит и пожизненно он правитель и так далее. И ему кажется, что он делает это для чеченского народа, а по факту он это делает не для чеченского народа. Поэтому нам нужна демократия. Я надеюсь, я ответил. Опять ты удалил свой вопрос. Больше я тебе отвечать не буду. Зачем удаляешь, если ты пишешь? Непонятно. ФРГ старается делать все, чтобы Кавказ загорел, руками самих кавказцев. Баркал Аяду и тебе, Аслан. Люди слушают и думают. И у ФРФ, фашистской Российской Федерации, КГБ не получается, все их планы рушатся. Служу чеченской нации, Эд. Спасибо тебе за столь высокую оценку. Мы делаем немножко. Светлый путь. Молодец, слушай. Я смотрю, тут такие все злые. Ну ладно, я тогда дал вам чуть-чуть тут развернуться. Теперь будем общаться только с подписчиками. А то вы меня забиваете весь эфир, я не могу найти нормальный комментарий. Асам, призываю всех, кто живет в оккупированной Ичкерии, участвовать в лотерее Грин-карта США. Да, призываю, друзья, призываю участвовать в лотерее Грин-карта. Вы можете выиграть вид на жительство в США, а затем получить гражданство, переехать в США легально, законно. Там есть разные левые такие фирмы, которые там 40-60 долларов берут там с человека. Там нужно поискать, чтобы правильно все заполнили, все сделали. И это все работает. И много людей выигрывают. У меня знакомые выиграли, переехали сейчас, живут в Америке. Уже гражданство некоторые получили. Так что это все работает. Полный вперед, прошу. Так, давайте почитаю комментарии. Рашка именно так оккупировала Беларусь, живе Беларусь, Ян Маназон. Вот тем способом, который мы вначале обсуждали про Украину. Вот, да, совершенно верно. Это одни и те же методы. Видите, вот как мы общаемся, и сразу Грузия, Беларусь, Ичкерия, сразу все становится ясным. Теперь нужно сделать тоже, понять это украинцам.
что с вами происходит то же самое. Так. Ассаламу алейкум. Что думаете про то, как русские любят кричать про домашнее насилие на Кавказе? Али Байсеров. Алейкум ассалам. Да, это такая любимая тема, обсуждать, как мы ущемляем женщин, как мы там избиваем своих жен, там, третье, десятое. Это распространено в российском информационном пространстве. Как говорится, не видя бревно в своем глазу, видят соринку в чужом. Да, в России рукоприкладство, убийство своих жен, убийство мужей – это очень распространенное явление. Намного больше и чаще оно происходит в России, чем на Кавказе. Хотя на Кавказе это тоже присутствует. И ссоры, и конфликты, и рукоприкладство есть. Ну вот, да, есть такое. Но если исходить, просто можно взять статистику, посмотреть, сколько убивают русские своих жен и сколько на Кавказе убивают жен, то я вас уверяю, будет очень большой, если не в 100 крат, то в 10-кратном процентном соотношении это будет различаться. Ну, алейк салам, Хамзат. Алейк салам, Хамзат. Хамзат, Хамзат. Aslında da berktiyor alilur dal muqlaha dikan satesen doy maş'al deresul amin amin. Уважаемый Асан, вы правильные вещи говорите. Берегите себя. Дай Аллах вам побольше сил и здоровья. Спасибо, Светлый Путь, спасибо. Привет, сумасшедший бородач, как жизнь молодая. Привет, Алекс, привет. Нормально, нормально. Асан, Далберка, ты Дуэль, Алилу, это уже читал. Ты очень любишь русский язык и русскую культуру. Спасибо тебе огромное, брат. Алекс, но, пожалуйста, что я могу сказать? Я тебе могу сказать, что я сделал для русских больше, чем такие, как ты, и многие другие, которые меня обвиняют в русофобии. Я сделал больше для русских, поверь мне. Я многое объяснил. Да, может быть, не так приятно слуху, как это хотелось бы. Но поверь мне, правда, она не всегда бывает приятной. Поэтому нормальные русские, они поймут, что я делаю. А какие-то имперцы или империя русская, которую я глубоко презираю, мне плевать, что она подумает. Ну, откуда ты знаешь, сколько кто сделал? Ну, я могу сказать за тебя. Если бы ты что-то делал бы для русских, то ты бы не зашел бы и не написал бы мне этот комментарий. Ну, типа, с упреком, что я что-то там плохо против русских. Нет, я не делаю против русских. Я делаю против ФСБ и империи, которую контролирует это ФСБ. Понимаешь? А то, что большая часть исполнителей воли ФСБ являются русские, для этого не секрет. Также я и про кадыровцев отзываюсь, которые служат этой империи, этому ФСБ. Поэтому, ну ладно, что поделаешь, да. А если ты что-то делал для русских, то ты бы делал бы то, что делаю я. Или был бы на стороне Украины уже. Но вам же объясняют, что вы должны быть на стороне империи. Вот это и есть забота о русских. Это не забота о русских. Если это была бы забота о русских, то русские
не взрывали бы дома русских в 99 году. И не только дома, там и метро, и вокзалы, что только тогда не взрывалось. Это делали ваши спецслужбы, ваша ФСБ. И вы можете мне рассказывать о величии там, империи, величии русской, там, мощи и всего остального, но никогда не будет ни одна страна великая, если она убивает своих женщин, детей, спящих в своих домах. Это самая подлая и вероломная страна. Это самая подлая и вероломная спецслужба, которая это делает. Понимаешь? Поэтому думай, думай, может поумнеешь. Свободу народам России, свободу Кавказу. Привет из Якутии. Привет, Якутия, привет. Империя у тебя за спиной. Нет, у меня не империя за спиной. У меня за спиной флаг Чеченской Республики Ичкерия. Вот ты его видишь. И самая великая страна. И она не империя, поверь мне. Это просто великая страна. И даже если она была империей, такая империя меня устраивает. Понимаешь? Империя у тебя за спиной. Зато любишь своих хозяев, госдеп. Вот вы постоянно меня пытаетесь там уличить, там, обвинить в том, что я работаю на Америку, там, на госдеп. Там. Если ты работаешь, то тебе за это платят, правильно? Если тебе не платят, если тебе никто не предлагает заплатить, если никто тебе никаких льгот, никаких ничего не обещает, а ты сам хочешь быть с этой страной, с этими людьми, это хозяин твой получается? Нет, это мой выбор, моя воля. Понимаешь, я вижу лучшее для своего народа вместе с Америкой, вместе с Соединенными Штатами Америки, вместе с Западом. Вот что движет, мной движет. И все. Так что это у вас, в вашем понимании, по-холопски, в вашем понимании, что раб господин. Нет, я свободный человек. Я могу и Америку критиковать, я могу кого угодно критиковать, понимаешь? Я ничего не преследую, кроме того, чтобы убийцы моего народа оказались в суде. Вот что мне нужно. Вот моя цель, которую я преследую, которую я открыто декларирую. Громко об этом заявляю. Абдаем, ассаламу алейкум, вот, так вот почему в то время Хаттаб сказал, что с гитары Иерусалим не возьмем. Алейкум ассалам. Да, Хаттаб знал, что говорит. Так. Русские, вам нужна свобода так же, как и нам. Мы любим и уважаем каждый народ. Мы можем жить в мире и развитии, но при взаимоуважении и равенстве. Привет из Якутии. К сожалению, они некоторые вообще никогда не поймут. Просто мы на разных просто частотах разговариваем. Прям самое-самое, прям самое-самое. Значит, ты имперец. Нет, почему я имперец? Если я за Америку, если даже она империя, я не считаю ее империей, во-первых. А во-вторых, даже если она империя, такая империя меня устраивает. Но это не значит, что я имперец. Я гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Это республика. В самом названии есть определение, за кого я. Асан спросил у украинцев, почему они отдали архив УКГБ в Москву. Спрашиваю, Эд, ответьте, пожалуйста, украинцы, почему вы отдали архив УКГБ в Москву? Жорж Вашингтон. Мне украинцы еще в нулевых годах в Германии рассказывали, как НКВД переодевались в бандеровцев и убивали своих красноармейцев и мирняк. Абсолютно так. Я абсолютно 100% в это верю и знаю, что так было.
Повесил флаг США по правую руку, значит, твоя родина это. Нет, не совсем так. Дело в том, что, видишь, вот эти звездочки, они просто с этой стороны. И поэтому повесил. А там справа, слева, там, то, что вы там гадаете. Я вообще ичкерийский флаг не вешал. У меня тут с другой стороны, вот вы есть, кто против американского флага, а есть те, кто мне говорили, почему он что, не ичкериец, почему он не вешает ичкерийский флаг. Я повесил ичкерийский флаг, хотя я повесил для красоты, для фона. Очень красивый флаг, очень качественный. Кстати говоря, вот Эду Мамедов, который вот у меня тут пишет, он мне его и прислал с Америки. Подарок. Так что ваши эти догадки, они мимо проходят. Выйди к Белому дому и начни критику. А почему я должен выходить к Белому дому? Что Белый дом мне геноцид совершил, Белый дом убил 300 тысяч моих граждан, Белый дом меня преследует, моих бывших родственников терроризирует. Я не понимаю, почему я должен к Белому дому выходить. Это чтобы вам, что ли, угодить мне нужно, да? Хорошая у тебя. Ты умный, я скажу. Молодец. Далеко пойдешь в детском садике. Мы холопы, а ты свободный. На фоне американских звездочки это очень показательно, говорит Алекс. Свободы не существует, и слава богу, добавляет он потом. Алекс, если бы ты не добавил бы внизу свободы не существует, и слава богу, я бы сказал бы, что ты не холоп, что ты стремящийся быть свободным человеком. Но ты сам подтвердил, что ты холоп. Свободы не существует, может только холоп сказать. А вот американец никогда в жизни такого не скажет. Вот представь себе, империя ужасная, страшная, но ни один американец не скажет, что свободы не существует, потому что он ее знает. Он ее с молоком матери впитывает. Он вырос, он дышит этой свободой в Америке. А тебе, простому холопу, конечно, это не понять. Вот ты сам объяснил. Сам ты объяснил. Поэтому я и говорю, мы разговариваем на разных частотах. Понимаешь? Я говорю об одном, а ты слышишь другое. Ты говоришь мне одно, и я понимаю это по-другому. Вот. Ну ничего, хорошая попытка была. Ну, под конец прокололся, а так молодец, неплохо у тебя получалось. Такие умные. Выйди, говорит, к американскому посольству, американскому правительству, и там скажи. Конечно, сейчас я как раз... Это именно то, что вам, русским, нужно. Вам нужно, чтобы мы топили, не вы топили против Израиля, там, слыли антисемитами, там, были плохими. А это делали за вас чеченцы, вам удобно. Вам удобно, чтобы здесь чеченцы, здесь в Европе теракты проводили. Не вы это делаете, а это нужно чеченцам. Хотя чеченцам это абсолютно стопроцентный вред. Не говоря уже о черной неблагодарности после того, сколько нам здесь Европа помогла. А вам это нужно, понимаешь? Поэтому вы вот заходите сюда и свои вот эти потаенные желания выдаете, высказывая мне вот эти своими претензиями. Почему я не выйду к американскому посольству? Почему я повесил американский флаг, там, 3-10. Вот вы себя выдаете. Нет уж... Вот мне в основном всех кто пишет с русскими никами. Ты предал свой народ, ты против Палестины пошел, ты предал Аллаха. А мне пишет Вася русский, какой Пупкин. Да я лучше знаю, что мне с моим Аллахом делать, правильно? Вы не лезьте своим свиным рылом в калашный ряд. Дайте мы сами разберемся. Вот вы тут пришли. Вообще, какое ваше собачье дело приходить на мой канал и мне все это писать? Вот зачем вам это нужно? Что вы чему-то меня хотите склонить, призвать? Там, для чего? Просто ваша желчь вылазит наружу, потому что появляется чеченец, который говорит правду. Возразить нечего против этой правды, понимаешь? Нету фактов возразить, чтобы сказать, вот здесь ты не прав, вот здесь ты лжешь, вот здесь ты обманешь. Нет.
не обманываю, не лгу и не буду лгать, чего бы мне это ни стоило. Понимаете? И Америку критикую, и когда есть за что. Хотя не следовало даже за это ее критиковать. Потому что вот разные провокаторы мне там подбивают, там, ой, Америке продался, это сделал, то сделал, никому не продался. А если хотите продаться, идите, сядьте рядом со мной и будете получать то, что я получаю. Я вам все буду отдавать, то, что я получаю. От Америки, от Израиля, от там западных спецслужб, там, все вам отдам. До единой копейки, до единого евроцента отдам или шекеля. Но нет, никто не идет, приходится все самому делать. Да. Ты говоришь, можем жить в мире и уважать всех, но при этом называешь всех холопами. Ну, во-первых, не всех. Есть русские нормальные свободные люди. Мало, очень мало, но есть. Потому что если вы становитесь русским в русском менталитете, если он становится свободным человеком, он там поддерживает Украину, как свободных украинцев, поддерживает там кавказцев, там чеченцев свободных, он враг, он предатель. Потому что настоящий русский, не враг, который не предатель, который настоящий, вот, за Россию русский, он холоп. Понимаете? Это определение русской национальности. Русская национальность – это искусственно созданная из многих насильно. Обратите внимание, это самый важный момент. Насильственно созданная вот общность. Так вот, я не всех называю, во-первых, холопами, а во-вторых, в чем я не прав, скажите мне. И вы убиваете нас, вы оккупировали мою страну. Вот ты мне задаешь, мне чеченцу, убив у нас 300 тысяч наших граждан, всех национальностей. Я всегда это подчеркиваю. И наших русских граждан тоже вы убивали. И за них я тоже требую восстановления справедливости. И без разницы от их национальности. Вот ты мне, объясни мне. Например, напали нацисты на Советский Союз, захватили твою Москву, весь Советский Союз они захватили. Убили 30% граждан Советского Союза. Сколько там было? 350 миллионов тогда было, или сколько? Или 300? Ну, вот 10% убили. Ну, 30% от 300 миллионов, 30%. 90 миллионов убили. 90 миллионов советских граждан. Вся твоя территория оккупирована. И ты находишься под властью нацистов. Хотя ты сейчас находишься под властью нацистов. Но я имею в виду про тех нацистов, немецких которых. И вот возникает у тебя вопрос такой. Почему ты немцев не любишь? Ах ты фашист! Ах ты террорюга! Как же ты не любишь нацистов? А ну-ка быстро его, короче, к стенке. И грозить ему каким-нибудь там Кадыровым немецким. Давайте его. Вот как ты исходишь. Вы сперва освободите нашу территорию, посыпьте, если вы христиане, если из вас кто-то еще есть православные, станьте на колени по христианской традиции, посыпьте пеплом голову, покайтесь перед нами, чеченцами, потом пойдите перед молдаванами покайтесь, потом перед грузинами покайтесь, потом покайтесь перед украинцами, и потом, освободив всех земли, вот тогда я задумаюсь, называть холопами или нет. А сейчас как-то я тебе скажу, не очень я тебе. Во-первых, у нас между нами военное положение. В 1999 году президент Масхадов ввел военное положение против фашистской российской агрессии. До того момента между нами война. Вы нас убиваете, вы нас сажаете. И мы имеем право делать с вами, как по закону военного времени, все, что захотим. А сейчас вот кто-то обидел, и какой-то вышел чеченец, несмотря на то, что убили 30%, несмотря на то, что весь народ в заложниках, выходит чеченец и говорит правду вам. Ой, как это неприятно, да?
поддерживает американцев бесплатно. Вам Кадырова деньгами накачивать приходится. А тут приходит, топит за американцев, за украинцев топит. Как так? Почему? Кто это? Украинцы же, вы же сами это говорите, вы же сами прекрасно знаете. Украинцы второй сорт. Да, это самые привилегированные среди вас, но они второй сорт, хохлы. Так, второсортные. Вы же так это говорите. И представьте, вас, русских, не любят бесплатно, а украинцев любят бесплатно. Представь себе, как так бывает. А знаешь почему? Потому что они на справедливости, они на истине, они на законности. Понимаешь? На белой стороне истории. А вы на черной стороне истории. Вот поэтому и Америка нами любима и уважаема, и Украина нами любима и уважаема. Только лишь поэтому. Понимаешь? И вне зависимости от религии, от национальности, это не имеет значения. Учись, студент. Или смотри канал реалити. Хоть так чуть поумнеешь. Валейк салам, Георгий. Управление по вербовке за рубежом при СССР находилось в Украине, Киеве. Да, конечно же, это большой просто, ну я не знаю, если Украина, в войне Украины, я не сомневался с первых дней. Украинцы дерзкие, смелые, отважные. Если вычистят вот эти все огневые конюшни из Украины, ГБшные, то Украина станет цивилизованной, нормальной страной. И есть надежда, что и Россия тогда сможет вычистить эту всю КГБшную, ФСБшную агентуру. И ну, если они этого не сделают, то я не знаю. Эх, ну ладно. Однобокий подход. Они плохие, а мы хорошие. Алекс, смотри, до начала войны в Украине, вот вы такие с претензиями, такие обидчивые, такие обижаются на меня, мы плохие, нет, а я доказываю, нет, вы не плохие, вы хорошие, вот это от меня ждете. Но я тебе скажу, это не однобокий подход, все равно я тебе отвечу на твой комментарий. Это не однобокий подход. Знаешь почему? Потому что если бы вы не сделали то зло, которое вы сделали, вы признайте это зло. Признать его нужно. Потом нужно исправить все, что вы сделали. Понимаете? Свести на минимум те потери. Мертвых вы уже не восстановите, не оживите их. Но хоть как-то, если лично вы в этом не принимали участие, то вы хотя как-то могли бы посодействовать этому, помочь. А нет, вам нужно, чтобы вас любили и уважали. Так, ну извините тогда, если вы нас убиваете, это очень трудно совместить, понимаешь? Убить своих любить. Ну, редко такое встретишь. Даже, ну, может, на России такое можно встретить. У нормальных людей такого не бывает. Своих убийц, как вы любите свое ФСБ, мы не можем любить. Понимаете? Вот и все. И дело не в русских. Русские я не имею в виду этническую принадлежность. Я всегда это подчеркиваю. Я имею в виду политическую принадлежность русских. Политическую, то есть имперскость их, вашу. Вот и все. Откажись от этого. А когда ты откажешься от этого, тебе придется принимать шаги и меры. А это опасно. Это нужно уходить из зоны комфорта. Это нужно подвергать свою жизнь опасности. И в России это делать тебе будет небезопасно. Выезжать за границу надо. Либо в России сражаться надо. Потому что в России по-другому не победить. С оружием в руках. И не каких-то там мусоров, там, рядовых там, ППСников там нападать. А как у вас? Забыл его фамилию, который тогда на Лубянку там пошел. Вот только так. Вот главное зло и главный враг. Пока вы, русские, сами этого не поймете, вас будут бить. Бить будут так, возможно, ногами, как в фильме, помните. И вот вы придете к этому. Придете. И выдадите, как выдали Слободана Милошевича, сербы, выдадите своего Путина, своего Патрушева. Вы придете к этому. Но для этого вам потребуется время. К большому сожалению, потребуется время. Нищета потребуется. Голод потребуется.
репрессии потребуются. И потом, в конце концов, вы к этому придете. Это может занять и 2 года, и 3 года, я думаю. А если исходить из слов Джохара Дудаева, который он еще в 95 году сказал, что это война против Ичкерии, начатая вот этой фашистской Россией по восстановлению былой империи, потребуется 50 лет, он сказал, то до 45 года. То считайте, еще 20 лет это потребуется. И потом, тогда вы потом скажете, да, мы были неправы. И вы извинитесь, потому что вы неправы. И вас заставят извиниться. Потому что, как говорится, нашла коса на камень. Нашла коса на камень. Нам надо привлекать западных инвесторов, машиностроение, сельское хозяйство в Чечению и в целом Кавказа за Кавказе. Да, Резон? Но сперва нам нужно деоккупироваться. Нам нужно нашу страну освободить. Американцы никогда не жили под диктатором, поэтому некоторые сейчас с Трампом играются, не знают, как могут обжечься. Ну, я не думаю, что Трамп это диктатор, там вообще диктаторские эти вещи они не пройдут, потому что там всего лишь на 4 года избирается президент, и за всю почти 300-летнюю, 250-летнюю историю Соединенных Штатов там больше 2 сроков никто в соответствии с Конституцией не задерживался. Поэтому диктатура там такой быть не может. Понимаете? Не может Америка просто так по желанию какого-то там Трампа раз и измениться и стать диктатурой. Нет, это все страхи, которые нам все время накручивают. Вот-вот Запад загнивает, вот-вот сейчас Америка, сейчас у них там гражданская война начнется, вот-вот сейчас все это будет. Вот это все нагнетается. Не верьте этому. Америка на взлете. Она сейчас вот своей мощью, своей силой готовится к новому преобразованию мира. Не только Америка, и Великобритания. Хотя там и свои проблемы есть. А когда не было? А в какой стране не было проблем? Или когда в Америке не было проблем? Но это их внутренние проблемы, которые ежегодно, каждый день возникают, как у любого человека, как у любой семьи, как у любого города. Также у любого государства, даже самого мощного такого государства, как Соединенные Штаты, у всех есть проблемы. Даже наоборот, у них их больше всего. Но это все на протяжении веков вырабатывали и оттачивали. И сейчас, да, конечно же, есть шанс, что Россия нанесет ядерный удар, уничтожит там весь мир или полмира, и третье, десятое. Но если кто-то на этой земле выживет, то самыми выжившими это будут американцы. И развитие их будет все равно продолжаться, может быть, с отбросом лет на 50 назад, но заново потом все восстановится. Зато России и вот этого континента ничего не останется, если они это сделают. Поэтому это тоже не исключено. Мир, как говорится, в руках у самых-самых, не просто каких-то там Чикатило, там каких-то там серийных убийц, маньяков. Это самые отмороженные маньяки. Это ФСБ, Путин, Патрушев, Бортников и все остальные. Так что не волнуйтесь за Америку и этот загнивающий Запад. Это все мы столько лет слышим. Давайте думайте о себе. Думайте о себе, думайте, что у вас там северокорейцы приехали за вас воевать. Вы буквально 20 лет назад, россиянцы, 20 лет назад вы смеялись этих северокорейцев. Как у них там в ужасе, как это возможно, так ходят там по струнке там и так далее. Я помню, лет, наверное, 15 назад это, наверное, была информация, что северокорейцы запустили ракету на Солнце, и она не с этой стороны Солнца, которое мы видим якобы, которая горячая, а типа с другой стороны, где не так, типа американцы на Луну полетели, а северокорейцы еще круче, они полетели прямиком на Солнце. И вернулись. И все смеялись, я помню как, да, вот и люди верят, ведь представь, и пишут, говорят, а кто-то же верит.
и так далее. Вот вы также скоро будете жить. Надеюсь, конечно, не как Джохар сказал, еще 20 лет, но года 3 точно у вас еще. Так что держитесь, держитесь. Так. Аса, если бы Хород предложил бы тебе стрим, ты бы согласился, как ты думаешь? Ты имеешь в виду Ходорковский, Эд? Ты имеешь в виду Ходорковский? Ну, смотря с какой целью он пригласил бы. Если он хочет раскаяться за те преступления, которые он является соучастником геноцида чеченского народа, Ходорковский, он финансировал, как и его ЮКОС, и Невзлин, который сейчас проживает, как я понимаю, в Израиле, они финансировали войну против моего народа, геноцид моего народа. Поэтому мне говорить с ними особо нет. Их легитимизировать в чеченском обществе не имею ни малейшего желания. Но если есть какая-то полезность для моего народа, то почему бы нет? Тогда в таком случае я поговорил бы с ним. Ну, я не знаю. Я думаю, не думаю, что он захочет со мной общаться. Да. Они меня все очень сильно любят, в кавычках. Да. Орки все понимают, знают, что фашисты. Абсолютно, Георгий, Джордж Вашингтон, абсолютно так. Ассаламу алейкум, Аслан. Мусульмане, шалам алейкум, иудеи. Добрый день, христиане. Прочь с эфира гуси, любители русского мира. Алейкум салам, Шарани Азиев. Машвовель. Так, куда мой делся комментарий? А почему в ТикТоке вы ничего не пишете? Здравствуйте, Дана, здравствуйте. Так. Свободу Ичкери, вы настоящий ногчик, говорит. Спасибо, шалом. Ам Израиль хай. Так, скажите, пожалуйста, создание республики нашей с нуля в плане экономики, политики просто? Зачем создавать что-то с нуля? Конечно, не просто. Как вы создадите с нуля государство? Это так не бывает. Нет, конечно. Империя зла будет в Украине похоронена. Будьте к этому готовы. Дай Бог, дай Бог. Так. Алексей Золотарев говорит, а кто ты такой, чтобы перед тобой извиняться? Ты даже не чеченец. Вот самое главное в этом предложении, ты даже не чеченец, понимаете? Понимаете? У русских в менталитете, что перед чеченцами все-таки можно извиняться и нужно извиняться. И Кадыров Рамзан, по-моему, он взял такую тактику. Раз русские целиком все не извиняются за преступление, он решил по одному их заставить извиняться. И поэтому он говорит, ты даже не чеченец. А если я все-таки чеченец, что ты тогда на это скажешь? Поэтому
как тебя там, Алексей Золотарев? Ком, Битта, ком. Давай, извиняемся. Все разом. Я готов принять извинения. Пока только от Алексея. Ты даже не чеченец. И Чечня, и Афганистан, это все было проплачено американцами, говорит, продолжает Алексей Золотарев. Так что лечи свою голову. Проплачено американцами, говорит. Слушай, Алексей, ты, наверное, помнишь, что Соединенные Штаты Америки как государство сформировались в 18 веке, 250 лет назад. Ты не поверишь, но мы с вами воевать начали лет на 100 раньше, чем сформировалась Соединенные Штаты Америки. Точнее, вы пришли на нашу землю и пришлось вас там оставить. И вот с тех пор для Ходорковского эта земля стала священной. Там какой-то холоп, которого целыми деревнями меняли там, на одного щенка гончей собаки. Как приезжает он на Кавказскую землю, становится героем и отцом Ходорковского, что Ходорковский переживает очень сильно. Поэтому, если исходить из этого, то американцы тогда тоже нам оплачивали все, да? Или думаешь, в 1944 году нам американцы оплачивали? Может, это все-таки наше желание не жить с вами в одной стране, в одном государстве? Может все-таки вы нам чуть-чуть дадите субъектность? Может, вы дадите нам право? Вы же нас знаете, видишь, даже ты сам говоришь, что даже не чеченец, чтобы извиняться. Вы же извиняетесь перед нами, все же нормально. Поэтому не волновайся, да. Мою голову вылечим как-нибудь, со своей что-нибудь сделай. В Сараево задержали нашу соотечественницу с 3 детьми. Ее посадили в тюрьму, где дети неизвестно. Она проживала в Турции, эту информацию услышал в нашей группе. Ясно, очень хорошо, что сообщил мне, я видел эту информацию, ко мне никто не обращался, и информация эта разбрасывается на каких-то очень мутных и сомнительных каналах. И я посмотрел, думаю, может, реально проблема, может, опять какую-то там муть замутили. Потому что люди, которые никогда не говорят ни про проблемы своего народа, ни про геноцид своего народа, и сидят там, про религиозные темы обсуждают и так далее, они вызывают у меня опасения, эти люди. Почему они о своем народе не говорят, про Палестину говорят? Почему они про свой народ не говорят, а про что угодно говорят? Вот поэтому ко мне никто не обращался. Если кто обратится непосредственно из родственников, не кто-то там левый, мы займемся этим вопросом. Пока ко мне никто не обращался. Так. Северокорейцы у себя верят, что они чемпионы мира по футболу. Да, кстати, это тоже было такой вброс, что рассказывали, что да, северокорейцы стали чемпионами мира. Ну, русские тоже. Наконец-то и русские станут чемпионами мира по футболу. Ну, вот хитер Путин. Вот как он вывел, прикиньте, футбол на первое место в России. Оказывается, нужно было со всем миром перессориться. Молодец. Опять переиграл всех. Как ты думаешь, Ходора выпустили из тюрьмы по плану фашистской Российской Федерации КГБ? Я думаю, да. Я думаю,
ему сказали, давай, отрабатывай, служи Родине, и вот то, что его вот и вот это его заявление о том, что он лично с оружием пойдет на Кавказ, так как там какие-то холопы когда-то погибли, и теперь это их земля, то есть его, Ходора. Я думаю, это было связано с тем, чтобы показать, что я свой. Это чеченцы, чеченская тема, это у них такой маркер. Они друг друга так узнают. Понимаете? Это вшивы. О, и этот вшивы. О, два вшивых встретились. Все, свои. Вот так они узнают друг друга. Поэтому я думаю, этот фашист Ходорковский именно так себя и повел. Я думаю, его выпустили для задания, чтобы отправить сюда. Для задания. Хотя, опять же, я оставляю всем возможность извиниться, оправдаться и определенной степени реабилитироваться. Пишешь, Резван, империя зла. Будет Украине похорон, будьте готовы. Резван. Здравствуйте, здравствуйте. Так, что я тут увидел? Комментарий. Как насчет возможности частичного внешнего управления? МК, что ты имеешь в виду по поводу внешнего управления Россией? Ну, частично внешнего. Частично там не получится, там нужно полностью внешнее управление. Полностью. Никакой вот это Навальнята, Ходорята, веры им нет. Чисто нужно работать в этом направлении, чтобы они полностью пока образовательной сфере, ГБшную вот эту всю вычистить, образовательной сфере подготовить все. И много времени нужно. Внешнее управление должно быть. И только так, и никак иначе ничего не изменится. Ничего. Так. В смысле, я не понял. Нет, конечно, только не Россия. В смысле, только не Россия. А кого ты тогда имеешь в виду внешнее управление? МК, а ну-ка скажи, кого ты имеешь в виду? Если не Россию, кого ты имеешь? Ичкерию ты имеешь в виду внешнее управление? А? Ну, Ичкерию, смотри, я политики, как бы, ну, вынужденно имею какое-то отношение, то говорю об этом. Я являюсь правозащитником. Меня интересуют права убитых 300 тысяч граждан. Ну, и живых тоже, конечно, мне важно. Но вот цель у меня это, моя цель номер один. То, что касается внешнего управления, какая-то там военная база будет, я могу сказать свое мнение. Американская военная база, натовская, американская. Я только за то, чтобы там какой-то военный союз с Америкой, только за внешнее управление, там, например, я поддерживал эту идею, не ту, которая описана была у нас там, концепция обусловленной независимости, но ее я тоже рассматривал, так как я думал, что это все исходит от недр чеченского политического вот нашего
элиты политической. Это не так оказалось совсем. Но и то я рассматривал не как часть России, а протекторат это будет западных стран. Америка нас поддержит, придержит и так далее. Но мне важно, первично для меня важно, чтобы убитые 300 тысяч наших граждан, они были получили справедливое, их убийцы были привлечены к уголовной ответственности. Вот что мне важно. И остальное это уже у меня стримы бывают во вторник и в субботу. В субботу на русском языке. Вот все вопросы к Аяду Идигову, президиум правительства. Это единственный легитимный орган власти чеченского народа. И вот все вопросы к нему. Что они захотят, вот они там решают. А я могу свое мнение высказать. Я пригласил бы американцев. Ну, американцев я приглашаю, я ничего против американцев не имею, наоборот, я только за. Я думаю, если бы нормально найти бы общий язык с американцами, было бы очень хорошо. Но Америка не приходит со своими специалистами там, решать за вас проблемы, а она предоставляет вам возможность самим их решать. Вот если бы она нам такую возможность предоставила, мы бы сами решили бы свои проблемы. А так взять какого-нибудь там шведского министра здравоохранения, немецкого министра экономики, или же министра иностранных дел, например, да, Анну-Лена Бербак, или кого-то там наше правительство, я только за. Если какие-то высокие специалисты оказываются в нашем правительстве, иностранцы они будут, я готов там рассматривать вопрос по судебной системе, чтобы, например, на какое-то время Европейский суд по правам человека занимался непосредственно как судебный орган и подготавливал нашу судебную систему для этого. С учетом, конечно же, нашей религии, с нашего менталитета, с учетом нашей культуры. Это очень, очень важно, эти вещи, чтобы были. И, конечно же, обучать молодежь, отправлять ее учиться во все лучшие вузы мира и так далее, и так далее. Конечно, я только бы за. Ну, а так, чтобы как протекторат брать, да я вообще на любой кипиш. Главное, чтобы тема двигалась, понимаете, чтобы, как говорят в Москве, чтобы тема двигалась, главное, понимаете. Поэтому, вот как-то так. А как будет, это только Богу известно. Так что вот такие вот дела. Друзья, завтра, кстати, у нас будет стрим с Аядом Идиговым на платформе открытого диалога. Я вас всех призываю обязательно прийти на чеченском языке. Завтра, кстати, будет. Я вас всех призываю. На этом я свой стрим сегодняшний закончу. Ну и все. Русскоязычные до четверга, я так полагаю. А все чеченоязычные до завтра. Всего хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль. Хай. О Аллах, благослови Америку. Адикюэль Машоль. Всего самого хорошего, друзья. До свидания.